Доброе утро, дорогие телезрители. Это программа «Новый день». С вами я, Евгения Гурулева, и мы продолжаем наш эфир. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, касающиеся вашего здоровья, вы всегда можете задать их по горячей линии Минздрава Республики Саха-Якутия. Внимание, номер 8 800 100 ровно 1403. Наши телезрители очень часто отправляют нам позитивные видео. Давайте посмотрим, чем же наши друзья поделились сегодня с нами. Все девчонки бегают за тобой. Что же тут поделаешь, если я такой? Я бы тебя спрятала в ручье за рекой. Ой, ой, ты мне не нравишься. Ой, ой, ой. Ну, смотрите, продуктивно сидят дома наши дети, радуют забавными видео. Друзья, мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы останетесь дома, чтобы помочь нам. Якутские медики присоединились к мировому флешмобу врачей Stay at Home. Якутские медики выступают с призывом к самоизоляции пожилых граждан, граждан с хронически болеющих, тех пациентов, у которых есть хотя бы малейшие признаки ОРВИ, а также тех, кто прибыл из-за границы. В эти дни врачи из разных стран мира уговаривают людей оставаться дома, чтобы остановить распространение вируса COVID-19. Друзья, но режим самоизоляции, режим ограниченного общения и ограниченного посещения общественных мест, конечно же, хорошая вещь, чтобы бороться с вирусом, но у всех возникает вопрос, а как же совершать обязательные платежи, например, как оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Давайте посмотрим следующий сюжет и узнаем, как можно сделать это через интернет. В рамках действующего режима повышенной готовности и мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики рекомендует населению воздержаться от посещения многолюдных мест и оплачивать за жилищно-коммунальные услуги через электронные сервисы. Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно следующими способами. На портале электронной ЖКХ «Дом Якутия», через личный кабинет на сайте ГИС ЖКХ, через личные кабинеты на сайтах ресурсоснабжающих организаций и через мобильные приложения и электронные сервисы агентов, таких как Почта России, большинство банков, а также расчетно-кассовый центр города Якутска. Взносы за капитальный ремонт можно оплачивать на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха-Якутия. Также информируем, что агентство субсидий с 18 марта принимает заявления на субсидии за оплату коммунальных услуг и взносов за капитальный ремонт только в электронном формате. Полный перечень предприятий, организаций, имеющих возможность онлайн-оплаты со ссылками на соответствующие сервисы, размещен на сайте Министерства. Друзья, наверняка вы слышали, существует гипотеза о том, что животные могут быть переносчиками коронавируса. Так это или нет, прокомментировал пресс-секретарь Департамента ветеринарии. В настоящее время зафиксирован только один случай заболевания собаки коронавирусом. Это было в городе Гонконге, и собака, она показывала, как сказать, слабые симптомы данной болезни и не являлась заразной. То есть заразить человека она не могла. То есть собаки и кошки, они не болеют данной болезнью. Но всем людям, которые занимаются выгулом животных, людей, которые в данный момент находятся на самоизоляции, все-таки следует соблюдать простейшие правила, рекомендованные Роспотребнадзором. То есть одевание одноразовых масок, перчаток, потом обязательно мытье рук с мылом после выгула животных, так как частицы, которые выделяются больным человеком при чихании или кашле, могут оставаться на шерсти животного, и через это может произойти заражение. Что ж, все мы находимся в режиме повышенной готовности, повышенной аккуратности, и многие предприятия переходят на режим лайт в обслуживании населения. Как в эти дни будет работать налоговая, какие меры безопасности они предпринимают, узнаем из следующего сюжета. В связи с эпидемиологической обстановкой в стране принято решение об отмене в налоговых инспекциях, в том числе в межрайонной инспекции номер 5 по Республике Саха-Якутия, об отмене дней открытых дверей. А также приостановлены
работа операционного зала по субботам до 1 мая. Но так как количество посетителей в налоговых инспекциях не уменьшается, инспекцией проводится дезинфекция операционного зала и обработка поверхностей в соответствии с санитарными нормами. Кроме того, в целях уменьшения продолжительности нахождения в общественных местах гражданами у нас стоят в операционном зале боксы для приема входящей корреспонденции. В целях предупреждения и исключения распространения вируса на территории Республики Саха-Якутия мы рекомендуем воспользоваться электронными сервисами налоговой службы. Декларации 3 НДФЛ можно будет онлайн заполнить и отправить через сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». Заполнение налоговой декларации через данный сервис не составит большого труда, и это под силу каждому человеку. Он может заполнить и отправить декларацию, сидя у себя дома, не посещая налоговую инспекцию. Для входа в данный сервис можно использовать пароль госуслуг или пароль, полученный в налоговой инспекции. Мы призываем граждан быть ответственнее и внимательнее к здоровью друг друга, ограничить посещение общественных мест и пользоваться электронными сервисами. Друзья, в эти дни, начиная с понедельника, всех нас ждут длительные выходные, и в связи с этим приняты дополнительные меры. Так, например, изменилось расписание движения автобусов. В городе Якутске оно будет таким: с 6:40 до 8 часов интервал движения автобусов составит 20 минут, с 8 часов утра до 5 часов дня интервал движения 60 минут, с 5 вечера до 7 вечера интервал составит 20 минут, и в 19:00 с конечных остановок будут выходить последние машины. Так что, внимание, следите за расписанием и успевайте домой. Друзья, но несмотря на то, что сегодня немного прохладно и выпало много снега, все-таки все мы с вами находимся в ожидании солнечной весны. А солнце – это всегда лужи и слякоть. И, как ни прискорбно, в эти дни страдает наша обувь. Хочется, конечно, блистать начищенными ботинками, но коррективы вносит как раз-таки погода. Как же в этот период ухаживать за своей обувью? Давайте посмотрим в следующем сюжете. Правило номер 1. Сразу после покупки любую пару обуви необходимо обработать специальными средствами, защищающими от грязи, пыли, а также водоотталкивающими растворами. Важно использовать только средства, подходящие для конкретного материала. Чтобы сапоги не скользили, а подошва не стиралась, советуем поставить профилактику или по-другому накат – тонкий прорезиненный лист шириной до 3 мм, который наносится на стопу и каблук. Правила ухода. Существует несколько этапов ухода. Сначала возьмите очищающий бальзам, который уберет пятна с поверхности кожи, затем крем и воск. Наносить средство можно пальцами, щеткой, бархоткой или обычным капроном. Именно от растирания появится блеск. При этом очищающий бальзам и воск следует использовать перед каждым выходом, а крем дважды в неделю. Бытует мнение, что для кожаной обуви можно использовать водоотталкивающий спрей, но это неправда, он предназначен только для обуви с ворсом. Для кожи подобные средства противопоказаны, они сушат ее и разъедают краску. И напоследок лайфхак. Для полировки кожаной обуви можно использовать шерстяную варежку. Возможно, она у вас потеряла актуальность или вышла из моды, или, как у меня, в конце долгой зимы образовалась целая коллекция одиноких варежек. Так вот, после того, как крем впитался, легким движением руки полируем нашу обувь. И вуаля, все блестит. Всех с весной и берегите себя! Весной также мы с вами, друзья, усиленно уничтожаем остатки запасов мяса и, как правило, не закупаем большие объемы далее. Поэтому производители разных мясных продуктов, в том числе владельцы коневоды, сталкиваются с тем, что спрос на жеребятину значительно падает. Какой же выход нашли главы крестьянских хозяйств Максим Габышев и Игорь Нучин? Давайте посмотрим в следующем сюжете. Вот такой результат получили фермеры в селе Улахан-Муку. Надо сказать, от идеи до ее воплощения времени прошло немало. В прошлом году весной я по интернету заключил предварительный договор
И потом заключил с ними договор, чтобы на поставку деньги перечислил им, и они отправили с Московской области в город Талдом. Мини-перерабатывающее оборудование на 200 килограмм. 100 килограмм коптит и 100 килограмм полуфабрикаты делает. Можно пельмени делать, ну все можно по мясной продукции, по переработке. Ну, мы мечтали вот с дядей. Сперва он приобрел маленький мини-коптилку, потом вот решили большую взять. Это отличная идея для фермерского хозяйства. Особенно ее можно оценить сейчас, весной, когда покупательский спрос на мясо начинает падать. А вот от таких лаковых кусочков не откажется никто в любое время. Основная работа по осени, делится глава крестьянского хозяйства. Основная, этот будет оборот, наверное, осенью будет. Как обычно, у нас же осенью забой начинается где-то с ноября, да, у нас? С ноября вот забой начинается. Вот. И мы, ну, у нас свои тоже есть, ребятина будет у нас тоже своя есть. И думаем, со временем, если расширимся, вот холодильную установку все установим, хотим принять тоже с населения на переработку мяса тоже. Ну, с таким, как сказать, планами. Кстати, бизнес, можно сказать, семейный, ведь начинают они его вместе с зятем, тоже главой крестьянского хозяйства, где разводят симпатичных хрюшек. Можно уверенно заявить, от свинины в таком виде тоже никто не откажется. Общее количество переработки 200 килограмм, 100 на копчение, 100 на переработку. Но и надо плотнее освоить технику, улыбаются оба. Функций и возможностей очень много, только начинаем. Рецептуры посмотрим по ютубе, как все смотрим по интернету. И, ну, у меня одноклассница из Якутска, она мне должна технолога. Ну и есть уже, с ней мы связываемся. И телеинструктаж берем по телефону. Ага. Мы еще по бумажному. Сейчас надо будет еще бумажные дела, по-моему, еще надо будет. Мы же только вот еще не вникли полностью, но надо будет еще учиться и вникать. На нашем канале существует замечательный проект «Добрая весна». Канал НВК Саха совместно с благотворительным фондом поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха-Якутия Харысхал рассказывает вам, дорогие телезрители, о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Я очень надеюсь, что сейчас, посмотрев следующий сюжет, вы искренне захотите помочь. 4 мая в 2009 году на свет родился мальчик Максим, который навсегда растопил сердце своей матери. На свет так хотелось, что роды пришлись преждевременные, аж на 27-й неделе. После рождения на долю матери Нине выпала нелегкая борьба за жизнь своего чада. Из роддома малыша перевели в дом ребенка в отделении выхаживания, но оказалось, что это не все беды, пришедшие на хрупкие плечи матери и совсем еще маленькие плечи Максимки. Врачи констатировали страшный диагноз – детский церебральный паралич, статический тетрапорез. Начались первые операции – шунтирование гидроцефалии, лечение супинационной контрактуры правого предплечья. В сентябре их выписали, но не домой, а в Москву, на операцию по глазам – Афакия. С тех пор прошло 11 лет непрерывной борьбы. Благодаря огромной любви матери Максимка растет и развивается. Музыка ему очень нравится. Петь он очень любит, сказки любит, стишки любит. Прям, я не знаю, бывает даже такое, то, что, значит, музыка. Он начинает петь какую-нибудь песню, я не знаю, что это за песня. И благо сейчас существует интернет, и начинаешь вот по словам, которые разберешь, забиваешь в Google, все, песню, если угадала, по его реакции видно, он прям как бы балдеет. Особенный ребенок предполагает постоянный уход, и Нине пришлось уйти с работы, а семья у Максимки неполная. Отец умер. С 2015 года я уже не работаю, на работу выйти, к сожалению, уже я
не могу, потому что ну вот проживаем мы с бабушкой. Бабушка у нас тоже в 2018 году она уже перенесла у нас инсульт. И получается, если я куда-то сама уезжаю, там бумаги нужно какие-то куда-то отвезти на 2, ну на 5 часов максимум, что меня дома может не быть. Я как бы их на телефоне постоянно стараюсь контролировать. А так, ну, на работу, на какую можно устроиться работу с таким условием? Семья 6 апреля должна выехать на лечение в медицинский центр «Сакура» в городе Челябинск. Для поддержания и улучшения состояния требуются частые курсы реабилитации, после которых у Максима наблюдаются значительные улучшения. Семье на проведение курса лечения осталось собрать 460 118 рублей. Мы просим помочь мальчику на лечение. Мы верим в добро сердец наших зрителей. Любая отправленная сумма приблизит к необходимым курсам. Но мы продолжаем наш эфир. Сейчас вся Россия находится в предвкушении длительных выходных. Как же правильно их потратить? Ну что ж, в эти дни можно будет посещать виртуально музеи, можно будет онлайн посмотреть различные концерты, а также в эти дни будет доступно дистанционное обслуживание читателей библиотеки. Об этом нам подробно расскажет Галина Кутугутова, заведующая межбиблиотечного сотрудничества Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. И сегодня она с нами на связи по скайпу. Давайте подключимся. Галина, доброе утро. Вы меня уже слышите? Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, да. Ну, это замечательно. Слышно, да? Да. Да. Галина, ну, я так полагаю, вы еще дома и пьете кофе. До чего техника дошла? Очень удобно. Галина, а что это за такой ресурс, электронная, скажем так, библиотека? И какие книги сейчас доступны? Ну, вообще наша электронная библиотека работает уже много лет. Уже более 30 тысяч документов оцифровано на данный момент. Но во время карантина, из-за того, что библиотека не работает, мы открыли бесплатный доступ почти ко всем ресурсам электронной библиотеки. То есть, если раньше книги можно было, ну, какую-то часть книг можно было читать только в стенах библиотеки или виртуальных читальных залах, то теперь во время карантина при содействии национального издательства «Бичик» мы запустили полный доступ по запросу читателя. То есть читатель в личном кабинете электронной библиотеки может любую интересующую его информацию запросить и получить ну, на временное пользование на 14 дней, как в обычном абонементе, эту книгу. Хорошо, Галина, вы сказали 30 тысяч книг. Что туда входит? Русская, зарубежная, якутская литература? Классика только? Нет, вообще фонд электронной библиотеки очень обширный, потому что мы цифруем все, что есть в нашей библиотеке. И сейчас очень большой фонд – это газетный фонд. И в последнее время он пользуется очень популярностью, потому что все готовятся к 75-летию празднования Победы, и поэтому газеты того периода, они очень актуальны, особенно якутские газеты. Можно сказать, что эти газеты сейчас находятся в нашем топе по выдаче, а также сейчас очень пользуется популярностью якутский большой толковарь, который тоже полностью оцифрован. Ну и, конечно же, классическая литература, научная литература. Вообще в электронной библиотеке очень много сегментов. Там есть сегмент даже чтения 0+, и школа. Как это хорошо. Галина, ну а как можно эту книгу будет заказать? Сколько дней будет доступно? Какое приложение или каким ресурсом воспользоваться, чтобы получить книгу? Ну, пользователям айфонов, конечно, повезло больше, потому что приложение уже запущено, и оно работает. Для айфонов, для андроидов мы пока в стадии развития. А также с нашего сайта в мобильной версии или с компьютера e.s.ru каждый может зарегистрироваться, ну, пройти такую авторизацию с помощью электронной почты, зайти в личный кабинет и получить доступ к ресурсам электронной библиотеки. Если возникают какие-то вопросы, в библиотеке работает колл-центр по номеру 455-855, и все вопросы решаются дистанционно. Ну и хотелось бы добавить про 50 тысяч бесплатных книг на Литрес, которые доступны пользователям нашей электронной библиотеки.
Ну, значит, будем все дружно читать, можем даже читать самым маленьким. Галина, но есть еще такое явление, как персональные библиотекари. Кто эти волшебные люди и с кем и как они работают? Так как во время карантина многие не могут воспользоваться услугами библиотеки очно, мы запустили такую услугу персональный библиотекарь, который работает по 11 направлениям. И каждый может позвонить в колл-центр и прикрепиться к своему персональному библиотекарю по разным сегментам. Если вы студент или работники СУЗов, вузов, у вас будет отдельный библиотекарь. Если вы представители школы или ученики школы, ну, разные 11 сегментов, и библиотекари, они помогают получить услуги библиотеки, те, которые онлайн, же расскажут обо всех наших социальных сетях, о YouTube-канале, лекции доступны. Ну, вообще все вопросы можно получить у персонального библиотекаря. Ну, то есть можно не бояться, что не справишься с приложением или не разберешься в сайте. Надо позвонить на ваш номер. Еще раз скажите. Горячая линия ваша. 855. Галина, а вы в Легко эти дни запомнить. будете работать из дома или будете все-таки ходить как-то в офис или будете на горячей линии отрабатывать? Мы практически все переведены на удаленную работу, и все сотрудники, они в режиме онлайн решают проблемы. Но в библиотеке всегда было много невидимой работы, да, и эти люди, например, они загружают фонды библиотеки в глобальный такой каталог, называется «Списывание газет», например, да. Поэтому эта работа постоянно ведется, и ведется она сейчас уже в таком удаленном формате. Ну, понятно, Галина, большое спасибо. И очень хочется сказать вам, что была рада вас видеть в таком необычном формате. Я надеюсь, что наши телезрители будут активно читать книги в эти выходные. Друзья, хороших вам выходных, проведите их с пользой.